Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Ирина Изнатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. В Дербышках обвалилась крыша козырька магазина. Площадь обрушения 75 квадратных метров. Следователям возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Покорители воздуха. Мы гордимся нашим вертолетным заводом. Мы гордимся вами. Куда отправились 5 глубоко модернизированных Ми-8 Казанского вертолетного завода и сколько предстоит еще сделать в этом году, расскажет Рамиль Шайдуллин. В республике стартовала благотворительная акция «Рамазан. Месяц добрых дел». Нуждающимся сегодня необходима помощь не только денежная, не только продуктовая, но и зачастую и внимание. Как можно присоединиться к марафону добра, расскажет Лиана Бахтиева. Сегодня следком возбудил уголовное дело по факту обрушения козырька магазина в казанском поселке Дербышки. Чудом обошлось без жертв. Вот фотографии с места происшествия. Здесь почти метровый слой снега. Окажись под ним покупатели, трагедии было бы не избежать. Сегодня выясняются новые подробности. Оказалось, козырек, который не выдержал нагрузку, мог вовсе быть построен самовольно. С начала года это уже второй крупный обвал кровли в Казани. В начале февраля обрушилась крыша склада приема металлолома. Погиб человек. Райс Республики еще в феврале поручил усилить требования к собственникам и управляющим компаниям по своевременной уборке крыш. Почему администрация магазина эти слова проигнорировала, пыталась понять Ирина Васильева. Перевернутыми тележками продуктового магазина сегодня ограждена территория 69-го дома на улице Главной Дербышек. Сегодня сюда не пройти, не проехать. Причина ограничений за моей спиной – обвалилась крыша козырька магазина. Свисающие бетонные плиты, сломанные балки и горы снега. Все это на 75 квадратных метрах. Такая страшная картина предстала перед теми, кто экстренно прибыл на место ЧП. Момент обрушения зафиксировала видеокамера супермаркета. На кадрах видно, женщине чудом удается спастись. Она перешагивает порог магазина, и тут же за спиной рушится многотонный козырек. К счастью, людей под завалами не оказалось. Все произошло в 4:30 вечера, когда покупателей бывает очень много. Тем более в воскресенье. Сегодня жители Дербышек высказывают свои предположения, что привело к ЧП. А если бы крышу бы сейчас чистили бы, да, то бы ничего бы не случилось. В связи с погодой он, наверное, утяжелился, набрался влаги, давление повысилось, ну и случилось то, что случилось. Как сообщили в прокуратуре Советского района, по предварительным данным, на козырьке скопилось много снега. Конструкция могла просто не выдержать такой нагрузки. Следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», пока в отношении неустановленных лиц. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасное функционирование здания. Просто забыли или кто-то не выполнил поручение по уборке крыши, предстоит выяснить. Мэр города сегодня поручил разобраться в двух вопросах. Почему вовремя не очистили козырек и почему он был самовольно вынесен на 1,5 метра. Страшные фотографии обрушения козырька магазина в Дербышках, собственниками которого являются коммерческие структуры. Нельзя допустить, чтобы своевременно непринятые меры приводили к опасности эксплуатации и посещения жителей. Надо с этим случаем разобраться, в том числе и кто самовольно вынес козырек на 1,5 метра и почему своевременно не убирали. Еще одна возможная причина происшествия – здание было обветшалым и нуждалось в ремонте. Как нам сообщили в мэрии города, административно-техническая инспекция сделала 16 предостережений магазинам этой сети. 7 из них касаются уборки снега. С нашей стороны мы неоднократно в ходе мониторинга обращали внимание. В целом все магазины рассматривали. Вот по соседнему зданию было замечание, по этому зданию не было. Каждый собственник обязан периодически очищать свою кровлю от снега. Это предусмотрено в правилах.
Но насколько собственник этого помещения выполнял эти требования, он мог передать и на праве аренды такой функционал арендатору. Работы только в Казани у административно-технической инспекции столько же, сколько и снега на крышах. Так, по пути из Дербышек вот что мы увидели. На улице Халезова под снежной шапкой козырек аптеки. На Мира несколько продуктовых магазинов. А снегопадов не было уже почти месяц. Сирина Васильева, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Знаменательный день для казанских вертолетостроителей. Сегодня КВЗ передал заказчикам 5 новых глубоко модернизированных вертолетов Ми-8. Они отличаются особой надежностью и возможностью работы в экстремальных температурных условиях. 2 машины отправляются в республику Коми. На приемку лично приехал глава региона Владимир Уйба. Еще по одной улетели на Камчатку, Дальний Восток и в Московскую область. Это часть крупного государственного заказа, в рамках которого Казанский вертолетный завод поставит более 40 машин по всей России в этом году. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Рустам Минниханов, глава Коми Владимир Уйба и генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих осматривают гордость отечественного вертолетостроения Ми-8 МТ-В1. Глубоко модернизированный Ми-8. Раис Татарстана лично оценивает ее за штурвалом. За более чем 60-летнюю историю легендарные «восьмерки» зарекомендовали себя как ответственные и неприхотливые рабочие лошадки. Но говоря об этих красавцах, эволюция пошла куда дальше. Теперь они работают при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов, вмещают до 28 пассажиров и поднимают до 4 тонн груза. Винтокрылая машина с такими характеристиками особенно востребована в республике Коми. Покупают сразу 2. Площадь региона вдвое больше, чем в Великобритании. 80% покрыта лесами. Половину населенных пунктов мы можем добраться, как и в начале 50-х, только вертолетом можно долететь. И для нас, на самом деле, вертолет – это сегодня не просто необходимость, это жизнеобеспечение. На новых машинах обновленное светотехническое оборудование. Это позволит лучше ориентироваться при взлете и посадке в условиях плохой видимости. Также на борту места под медицинские модули. Можно оказывать экстренную помощь в воздухе. Эта машина фактически она собрана из отечественных комплектующих. То есть мы провели ряд работ и полностью заместили всю импортную комплектацию, которая ранее устанавливалась. Рустам Минниханов отмечает, Ми-8 одна из самых массовых, универсальных и надежных машин в истории авиации. И благодаря государственным программам поддержки отечественного авиастроения Казанский завод сможет сделать в десятки раз больше. Отмечу, что в рамках поддержки Казанского вертолетного завода и ГТЛК до 2026 года различные регионы нашей страны получат 70 вертолетов. Это очень серьезные цифры, это практически годовой объем выпуска продукции. Мы гордимся нашим вертолетным заводом, мы гордимся вами. И в дальнейшем вам таких же успехов. Как заверил генеральный заказчик, у предприятия долгосрочный контракт. Наша задача, мы видим ее в том, чтобы дать заводу долгосрочный, стабильный заказ, который будет обеспечивать работой всех сотрудников, а нам даст возможность получать такие замечательные машины. В этом году у нас в заказе 40, основная часть из них это «восьмерки». Но мы, конечно, с надеждой смотрим в будущее и ждем от сотрудников завода своевременных качественных поставок. Как вы здесь? Нормально? Здесь же Рустам Минниханов встретился с рабочими предприятия, обсудили новые перспективы и условия труда. Сколько средняя зарплата сейчас? Сейчас 94, как бы средняя по заводу, и 112 у рабочих. Зарплата, главное, чтобы работа была. Если у нас заказы будут, а у нас заказы есть. Спросил по поводу то, что у нас строится новый корпус, сейчас новые корпуса, это будет механообработка, новый цех окончательной сборки и авиационный учебный центр, да. Мне лично приятно, что именно наш цех, да, цех окончательной сборки будет новый. И мы ждем, не дождемся, да, с нетерпением ждем, когда переедем. Сегодня из стен Казанского вертолетного завода на места постоянной дислокации отправились 5 новых вертолетов. Кроме Коми, остальные будут служить на Дальнем Востоке, Камчатке и в Московской области.
Рамиль Шайдуллин, Дармин Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня же Рустам Минниханов встретился с коллективом Казанского порохового завода. На предприятии трудятся 3000 человек. Райс республики отметил, у завода большие перспективы. Это одно из стратегически важных предприятий страны. Сегодня оно успешно работает на выполнение гособоронзаказа. На заводе реализована крупная инвестпрограмма. Перспектива завода очень большая. Вы пришли на правильный завод. Сегодня вот ваш завод ведущий. Правильно я говорю? Абсолютно. Да, ведущий. Благодаря вашей самоотверженной работе, ваш коллектив – это в системе обеспечения безопасности страны одно из самых стратегических важнейших предприятий. Семьи Татарстана могут выиграть автомобиль, приняв участие в фотоконкурсе, который пройдет в дни выборов. Для участия необходимо прийти с семьей на избирательный участок, проголосовать, получить браслет и сделать общее фото. Разместить его на своей странице в соцсетях с хэштегами «Всей семьей на выборы» и «Татарстан Алга». Разыграют 3 отечественных автомобиля, каждый день по машине. Фотографии, опубликованные 15 марта, будут участвовать в розыгрыше в этот день, также 16 марта. А вот имя обладателя 3-й «Лады Веста» станет известно в прямом эфире ТНВ в 20 часов 10 минут. Самая главная задача – это разместить свою фотографию. Это может быть и папа с ребенком. Мы с вами понимаем, что это фотография с браслетом. Я проголосовал. Был раньше браслет, а сейчас браслет обозначает всей семьей на выборы. Все это мы видим, весь розыгрыш в прямом эфире, можно будет убедиться. Все это будет проходить на площадке ТНВ. 17 марта на нашем канале пройдет 12-часовой семейный телемарафон «Всей семьей на выборы». В прямом эфире десятки гостей. Это известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими родными. В этот день в рамках телемарафона смотрите специальные выпуски новостей. Это будут репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК, трансляции с культурно-массовых мероприятий. На избирательных участках в дни голосования будут ярмарки. По выгодным ценам можно приобрести крупы, овощи, макароны, бытовую химию. На 40 участках можно проверить свое здоровье, проконсультироваться с терапевтом, сделать ЭКГ и измерить давление. Главное культурное мероприятие пройдет на стадионе Акбарс-Арена. Это фестиваль «Всей семьей на выборы». Хедлайнерами мероприятия станут Хабиб, Иванушки Интернешнл, хор Турецкого, Кармен и Ваня Дмитриенко. Все это можно увидеть на ТНВ в прямом эфире и в соцсетях нашего канала. В день выборов, в крайний день, то есть 17 числа, с 12:00 до 21:30 на территории стадиона Акбарс-Арена состоится вот этот вот наш семейный фестиваль, вход на который будет осуществляться по браслетам. Всей семьей на выборы, они будут раздаваться на избирательных участках. В Нижнекамске районе выборы президента пройдут на 117 участках. Это общеобразовательные учреждения. Также 2 временных пункта откроют в больницах. Особое внимание уделят безопасности, заявил на совещании в мэрии Рамиль Мулин. Для избирателей подготовили досуговую программу. На участках будут работать точки здоровья, спортплощадки. Ожидаются выступления творческих коллективов. В дни голосования нижнекамцы смогут посетить сельхозярмарки. Выборы президента страны – это ответственное мероприятие. Поэтому здесь очень важно, как мы его будем проводить. Поэтому на местах должны быть праздничные настроения. Поэтому я прошу, вот как это и было, хорошей практикой уже советских времен, когда выборы всегда проходили как праздник. Итак, впереди нас ждет 3-дневное голосование 15, 16 и 17 марта. В Татарстане будет работать горячая линия по вопросам защиты избирательных прав. С 8 утра и до 8 вечера на сообщения ответят представители аппарата уполномоченного по правам человека и Центра избиркома. Получите информацию о местонахождении избирательного участка. Сообщить о проблемах, возникших во время голосования, можно по номеру телефона, указанному на экране. Можно отправить и сообщение. Казанцы, проголосовавшие на выборах президента России, получат браслеты всей семьей на выборы. Предъявив его, можно будет воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте. Также в субботу и воскресенье для избирателей 31-й маршрут будет курсировать бесплатно. Автобус предназначен для казанцев, которые живут далеко от участков. В столице откроется 466 мест для голосования, 31 в СИЗО. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Избирательным правом обладают 927 тысяч казанцев.
В эту субботу в Казани откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут идти до 28 апреля. Традиционно в столице торговля развернется на 14 площадках. По просьбе жителей поселка Северный ярмарка на Беломорской Гудованцево в этом году будет проходить по воскресеньям. Свою продукцию в город завезут 22 района и 19 организаций агропромышленного комплекса. В ассортименте овощи, мясо, молоко и другие товары по социально ориентированным ценам. Очистить город от снега до начала паводка, чтобы не затопило. Такое поручение дал сегодня на еженедельном совещании глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он обратился к руководителю департамента экологии с требованием очистить крыши многоквартирных домов. Глава района отметил, работа, которую проводит сейчас ведомство, недостаточно. Кроме этого, погода неблагоприятно влияет на состояние дорог. Днем снег тает, на ночь замораживается. В принципе, причин и поводов для паводка пока особых нет. Но надо понимать, что эта погода крайне негативно, конечно, влияет на состояние асфальтобетонного покрытия. У нас работы уже ремонтные начались. Нужно их продолжать, не допускать ни в коем случае опасных ям, опасных каких-то участков. Особенно те, которые мы видим сейчас, если там маленькая яма, она к концу весны будет уже огромной. Очистка крыш стала главной темой совещания в мэрии Набережных Челнов. Наиль Магдеев напомнил случай, когда глыбы льда травмировали людей и падали на припаркованные автомобили. Мэр поручил главам районов, сотрудников управляющих компаний провести обход территории. Касается и собственников частных торговых объектов. Все же в городе живем. Разницы нет, с какого объекта на тебя этот кусок льда со снегом свалится, с частного или с муниципального. Это частные аптеки, это частные магазины. Убирать всем нужно. У мусульман начался священный месяц Рамазан. 10 марта специалисты астрономической обсерватории Саудовской Аравии увидели на небосводе зарождающийся полумесяц. Это означало наступление Рамазана. По этому случаю Рустам Минниханов обратился к верующим и поздравил их, выложив видеоролик в соцсетях. Сегодня первый день поста Рамазан. Это 9-й месяц мусульманского календаря, когда правоверным прописано соблюдение уразы. Воздерживаться от еды нужно от зари до захода солнца. Сейчас в мечетях и домах проходят вечера разговения. В первый день уразы в Татарстане стартовал благотворительный марафон «Рамазан. Месяц добрых дел». Его объявило Духовное управление мусульман республики. В прошлом году, благодаря поддержке неравнодушных людей, удалось раздать 4,5 тонны продуктовых наборов. Их получили больше 600 малоимущих семей. В этом году нуждающимся передадут 500 комплектов для ифтара. Как присоединиться к добрым делам, расскажет Лиана Бахтиева. Поздравляю вас всех с наступлением священного месяца Рамазан. Первый день Рамазана в фонде «Закят» начали с добрых дел. Сюда пригласили 50 человек. Это представители малоимущих семей, люди с инвалидностью, подопечные фонда. Все получили продуктовые наборы. В этом продуктовом наборе есть все самое необходимое. Масло для вкусняшек, чтобы приготовить, финики. Сейчас очень актуально. У сына Гульфии Курмашевой Ислама задержка в развитии. Пока мальчик на занятиях, маму пригласили в фонд. Вечером она приготовит угощение на ифтар. Благотворительный фонд «Закят» очень помогает нашей семье, как в продуктовых наборах, приглашают на мероприятия детей, приглашают на ифтары, помогают нам в сборе, помогли недавно в сборе средств на реабилитацию для лечения моего сына. За это мы им очень благодарны. В семье Петровых 2 детей, у старшего ДЦП. В прошлый Рамазан татарстанцы собрали деньги на его лечение. Он занимается в фонде. Это помогает поддерживать его здоровье в стабильном состоянии. Дети вырастают, больше 18 лет, больше половины благотворителей поворачиваются, говорят, что вы уже большие, мы большим не помогаем. А вот спасибо нашему «Закяту», не отвернулся. В этом году в рамках акции фонд планирует оказать помощь 20 нуждающимся. Их истории опубликованы на сайте Духовного управления мусульман. Протянуть руку может каждый. Сбор средств открыт. Нуждающимся сегодня необходима помощь не только денежная, не только продуктовая, но и зачастую и внимание, как бы это элементарно не звучало. Нужны автоволонтеры, нужны просто люди с добрым сердцем, с большим сердцем, отзывчивым, которые
готовы подарить частичку своей душевной доброты нашим подопечным. За месяц продуктовые наборы получат 500 человек. Также пройдут благотворительные ифтары в районах. В конце месяца в Казани будет организован бесплатный рейс на автобусе 30-го маршрута. Лиана Бахтиева, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. В четверг в Казани откроется книжная выставка «Ярмарка». Она пройдет в основной день фестиваля православной книги. В историческом парке «Россия. Моя история» представят новинки православных издательств, религиозную и историческую литературу, книги о психологии. Здесь в течение 3 дней состоятся просветительские беседы и встречи с писателями, а также детские мастер-классы. На площадке книжной выставки обсудят изучение церковной истории, традиции Великого Поста в православной культуре. Задача фестиваля была сделать не только важное для церкви событие, но и поделиться тем, что мы имеем, лучшим, с культурой, со всеми горожанами, казанцами самых разных возрастов и интересов. Поэтому у нас будет ярмарка и книги для самого широкого читателя. Книжные собрания Татарстана и, в частности, Казани, составляют практически 10% всех выявленных кириллических книг в России. То есть это очень существенное собрание и для науки очень важно. В память о главных героях нашего поколения. В Лениногорске прошел 2-й турнир по боксу имени Героя России Дамира Исламова. Он погиб в марте 2022 года. Бокс был любимым видом спорта Дамира. На его счету трофеи всероссийских соревнований. В эти выходные в память о герое на ринг вышли 40 юных спортсменов со всего Татарстана. Стадион «Юность», на трибунах аншлаг. Участники и болельщики минутой молчания вспоминают легендарного земляка, героя России Дамира Исламова. На гостей он сегодня смотрит с большого плаката. Это гордость нашей России. Адель Гараев – один из самых юных участников турнира. Ему всего 9 лет, но он уже знает о подвиге Дамира Исламова. Выиграть здесь для него особенно важно. Я, когда вырасту, хочу стать настоящим профессиональным боксером. Меня сюда тренер позвал и сказал: ты должен победить, как Дамир Исламов. Тренер Аделя Алис Зиалалдинов дружил с Дамиром Исламовым. В 2009 году они вместе пришли на секцию бокса. Для силовой отработки приемов их часто ставили в пару. Алис вспоминает, на ринге одолеть Дамира не удавалось никому. У него был 3-й разряд по боксу и множество побед на всероссийских соревнованиях. И всего одно поражение за 4 года. Никогда у него не было, чтобы он срывался там в бою. У него только одна цель была, чтобы победить, и он готовился, стремился, 3 раза в день занимался, то есть после учебы приходил сразу, в зал бежал, то есть вот такой вот целеустремленный, и только победа нужна была, только вперед. Турнир памяти Дамира Исламова проводят во 2-й раз. Осенью прошлого года в Лениногорске на этом же стадионе прошли соревнования в память о 3 танкистах – Дамира Исламова, Дамира Гелимханова и Ивана Цевуна. Я вернулся с Казани, там был во Дворце водных видов спорта, проходил Дамира Гелимханова памяти. И тот же день вчера проходил Благовещенский, Ивану Цевуну памяти, то есть в один день. Когда так вот делается, тогда это всегда укрепляется. А когда ты не делаешь, просто говоришь, это слабовато. Вот. Я считаю, что раз он боксом занимался, я его тренер, и я считаю, что турнир надо памяти его обязательно проводить. Экипаж танка под командованием Дамира Исламова героически погиб в зоне СВО 7 марта 2022 года. Выполняя задание, они уничтожили огневую точку и 4 боевые машины противника. В ходе сражения танк экипажа подбили. Все 3 – старший лейтенант Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Гелимханов и рядовой Иван Цевун – погибли. Посмертно они удостоены золотой звезды. Сегодня в честь Дамира Исламова назван благотворительный фонд. Его имя носит школа в Лениногорске. Муралы с портретами на фасадах домов. Вот этот человек, в принципе, со многими здесь с вами пересекался наверняка. С некоторыми из вас тренировался в зале. Героями не рождаются, они становятся в том кругу, который воспитывается. Благодаря родителям, благодаря семье. Наша боль нашей семьи, она
разделяется, наверное, между всеми участниками, где каких-то там соревнований или еще что-то, болельщиками. И нам так легче становится. Нам было бы гораздо больнее, если бы никто о них не вспоминал, не были никакие события, то есть нам было бы гораздо больнее. Победителей 16, каждый в своей категории, и им вручили кубки. В сентябре планируют провести турнир в память о 3 танкистах. Аделя Закирова, Ира Хабибуллин, ТНВ, Лениногорск. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзехате. До встречи. Здравствуйте! Исянмисыз. В Татарстане днем температура повысится, однако ночные температуры останутся довольно низкими. Подробнее через пару секунд. Весна – время обновления. Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца марта скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, в высокой горе Кукмаре облачно, снег. Температура днем от 0 до -3, ночью от 8 до 13 градусов мороза. В Буинске, Камском устье, Каевицах будет пасмурно. Ожидаются осадки в виде снега. Температура днем 0, -1, ночью -5, -10. В Чистополе, Мамадыше и Нурлатах слабые осадки. Облачность. Температура днем 1-3, ночью 8-11 градусов ниже 0. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Актаныше облачно, небольшой снег. Температура 3-5 градусов мороза днем и 10-14 градусов мороза ночью. В Альметьевске, Бавлах и Азнакаево температура днем от -3 до -6, ночью от -8 до -9. Здесь тоже облачно и осадки. В туристических городах республики такая же картина. Дневные и ночные температуры будут сильно отличаться. В Свияжске температура днем 0 градусов, будет облачно, ожидается снег, ночью 9 градусов мороза. В Болгарах днем тоже 0, ночью -8, здесь пасмурно и снег. В Елабуге также будет облачно и пройдет небольшой снег. Температура днем 3 градуса, ночью 11 градусов мороза. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани облачно, небольшой снег. Температура днем 0, ночью -8 градусов. Атмосферное давление выше нормы 756 мм ртутного столба. Ветер северо-западный около 3 метров в секунду. Влажность 74%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя.